рада видеть вас в нашем проекте. Сегодня вы намерены, насколько я знаю, рассказать об очень актуальной проблеме, о таком заболевании, как гепатит С. Насколько мне известно, за последние десятилетия в России заболеваемость гепатитом С удвоилась. Какова ситуация в Абхазии? К сожалению, в России поднялся процент общей заболеваемости гепатитом С, но связано это просто с тем, что 10 лет назад был бум ВИЧ-инфекции, и все силы были направлены на это. И про гепатит С на какой-то момент забыли. И только вот в последние 2-3 года стали активно заниматься гепатитом С. Что же касается ситуации в Абхазии, к сожалению, точной статистики у нас нет, но таких пациентов достаточно много. К нам в центр приходит много таких пациентов, и вот за последний год мы считали свою статистику по нашему центру. Каждый второй пациент, который сдавал анализы непосредственно на гепатит С, был инфицирован. Статистика ужасающая, но она такая есть, и мы на данный момент ничего с этим сделать не можем. Все, что мы можем сделать, это постараться излечить инфицированных пациентов и предотвратить новые инфекции. А куда должны обращаться врач-гепатолог? Я вот первый человек, которого вижу, значит, в Абхазии, да? Но, наверное, еще кто-то занимается этой проблемой в Абхазии. Совершенно верно, да. Есть инфекционная больница, и врачи-инфекционисты, это их, скажем так, одна из прямых обязанностей, это вирусные гепатиты, да, инфекционные заболевания. Я насколько знаю, что в Абхазии и гастроэнтерологи занимаются этим, и терапевты некоторые тоже занимаются этой проблемой, но должен быть все равно опыт в этом вопросе, потому что вирусный гепатит не совсем до конца изучен, да, и лечение, которое применяется, оно достаточно новое и достаточно современное, вот, поэтому должен быть опытный специалист, который занимается именно этой патологией. Могут ли в Абхазии, да, вот в условиях, которые у нас имеются для работы, конечно, я понимаю, что анализы, которые проводятся здесь, непростые, вот в связи с этим заболеванием, диагностировать гепатит С, это часть вопроса, и вторая часть адекватная терапия, да, нужная терапия в этой связи, то есть лечение в Абхазии возможно? Да, значит, по поводу первого, да, вопроса диагностики. Да, здесь можно диагностировать гепатит С. Практически, наверное, во всех лабораториях сдается ИФА-анализ на антитела к вирусу гепатита С. И есть лаборатории, где проводится ПЦР-диагностика, которая является подтверждающей. Да. Еще вот хочется сказать о том, что ИФА-диагностика не всегда является достоверна в плане постановки диагноза хронической вирусной инфекции гепатита С. Что же касается лечения, вылечить можно. И здесь в Абхазии тоже можно вылечить, да, то есть у нас для этого есть все условия. Я знаю, что многие люди, которые заболели гепатитом С, они обычно ездят в Москву, в Краснодар, и там они подолгу лечатся. Да, дело в том, что на территории Республики Абхазия, то есть в аптеке в общем доступе этих препаратов нет. Но, надеюсь, придет время, когда они появятся. Но приобрести препараты можно в любом месте, скажем так, и приехать здесь с ними лечиться. У меня есть такие пациенты, которые проходят лечение, находясь здесь, не выезжая никуда. Да, то есть мы здесь проводим и контроль обследования, здесь делаются инъекции, они получают необходимую терапию. Я понимаю, что есть группы риска, о которых вы будете рассказывать, в лекции. Что должен сделать каждый человек, как-то проверяться, да, вот, или не знаю что, какие-то шаги для того, чтобы он не заболел. Что касается групп риска, они действительно существуют. Основным путем передачи является это через кровь, так называемый кровь в кровь, когда в кровеносное русло здорового человека попадает инфицированная кровь от зараженного человека. Что касается гепатита С, есть одно такое условие, то есть должно быть достаточное количество вируса в этой инфицированной крови. Профилактика: быть осторожными, использовать стерильные иглы, использовать стерильный инструментарий в любых медицинских учреждениях, стоматология, гинекология, косметология и вообще в любых центрах, да, следить за тем, чтобы
во всех медицинских учреждениях соблюдали санитарные нормы. Если вдруг произошло попадание инфицированной крови на поверхность здорового человека, если это не поврежденная кожа, то риск заражения минимальный. Да? То есть достаточно спиртовой салфеткой протереть, и все. Если вдруг попала кровь в рану или в порез, в травмированную слизистую или кожу, то в данном случае есть риск заражения. Да? Естественно, можно немножко выдавить, скажем так, кровь из этой раны, да, протереть спиртовой салфеткой, но обязательно надо будет провериться через полгода на гепатит С. Спасибо большое. Наша лекция, наверное, пройдет под девизом «Берегите себя». Да, берегите себя и свою печень. Спасибо большое. Спасибо. Шакая Аэлита Атомовна, врач-гепатолог реабилитационно-диагностического центра «Савитар». В 2008 году окончила Российский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию по специальности «Лечебное дело». С 2008 по 2010 год прошла подготовку в клинической ординатуре при научно-исследовательском институте питания Российской академии медицинских наук. В 2012 году прошла профессиональную переподготовку по гастроэнтерологии. С 2009 по 2013 год работала в отделении гастроэнтерологии и гепатологии научно-исследовательского института питания Российской академии медицинских наук. Участвовала в 3 международных исследованиях по новым препаратам в лечении вирусного гепатита С. Здравствуйте, друзья! В эфире кафедра лекции на абхазском телевидении. Сегодня актуальная медицинская проблема об опасности гепатита С, его признаках, симптомах, диагностике и лечении. Лекция врача-гепатолога реабилитационно-диагностического центра «Савитар» Шакая Аэлиты Атомовны. Добро пожаловать. Спасибо большое. Для начала мы бы хотели показать вам один небольшой видеоролик, который сняли Всемирная организация здравоохранения как раз в рамках сегодняшней нашей темы. Давайте мы вначале просмотрим его и потом уже начнем нашу с вами лекцию. В этом году отмечается первый официальный Всемирный день борьбы с гепатитом, раскрывающий всю глубину и трагизм этой серьезной угрозы для здоровья людей во всем мире. Об этом необходимо знать каждому. Гепатит может поразить каждого и везде. Он вторгается в человеческие жизни разными способами и разрушает их. Каждый 3-й человек на Земле инфицирован вирусным гепатитом. И каждый 12-й человек обретает хроническую форму заболевания, что часто приводит к длительным проблемам со здоровьем, включая цирроз и рак печени, потеря работы, дискриминации и стигматизации. Несмотря на то, что вирусный гепатит входит в число самых распространенных серьезных инфекционных заболеваний в мире, многие люди не знают о его разрушительном воздействии на здоровье. Эта проблема существует в каждой стране и в каждой возрастной группе. Ежегодно от гепатита умирает более 1 миллиона человек. Часто из-за отсутствия симптомов многие люди даже не подозревают, что инфицированы гепатитом. И не зная, они передают вирус другим. Вирус гепатита может передаваться от человека к человеку различными путями, а также через загрязненные продукты питания и воду.
Существует много способов для того, чтобы защитить себя. Ключом к профилактике и борьбе с этой болезнью, представляющей потенциальную угрозу для жизни, является осведомленность. Обратитесь к своему врачу и проверьтесь. Ведь гепатит поддается лечению, и иногда его можно вылечить. Но намного проще его предотвратить. Используйте только одноразовые иглы и шприцы. Всегда выбирайте безопасный секс. Помните, что иметь гепатит не стыдно. Люди, инфицированные этой болезнью, имеют те же основные права человека, что и все другие. Это гепатит. О нем необходимо знать. Вы можете ему противостоять. Не дайте ему разрушить вашу жизнь. Вот такое видео выпустила Всемирная организация здравоохранения для того, чтобы в сознании людей отпечаталось, что действительно это большая проблема нашего сегодняшнего с вами общества. И вот уже 5 лет весь мир отмечает 28 июля Всемирный день борьбы с гепатитом. И наша страна не является исключением, к большому сожалению. Поэтому сегодня мы с вами поговорим о одном из разновидностей вирусных гепатитов – это гепатит С. С 1974 года, когда впервые стали отмечать признаки данного заболевания, но еще не понимали о причине, которую она вызывает, гепатит С называли гепатит ни А, ни Б. И только в 1989 году был открыт сам вирус гепатита С. Но прежде чем мы начнем говорить, я бы хотела вам немножко рассказать о вирусе, то есть о причине вирусного гепатита С. На данном слайде изображен вирус гепатита С. Он небольшого размера. Хотелось бы упомянуть о том, что программа развития и функционирования любого человеческого организма и любого живого организма заложена в генетическом коде. То есть это то, что делает нас отличными друг от друга. У кого-то карие глаза, у кого-то голубые глаза, да, мы имеем разный цвет кожи, волос, рост и так далее. Так вот, вирус не является живым организмом. Это только генетический код, заключенный в оболочке. Что касается вируса гепатита С, то генетический материал представлен в виде РНК. Как же происходит передача инфекции? Основным путем передачи инфекции является гематогенный, то есть через кровь. Это когда кровь зараженного, инфицированного человека попадает в кровеносное русло здорового человека. Клинические наблюдения указывают на то, что обязательным фактором для этого является поврежденная либо слизистая оболочка, либо кожа. Если кровь человека попадает на неповрежденную слизистую или на неповрежденную кожу, то заражение маловероятно. То есть обязательным фактором является повреждение структуры слизистой оболочки или кожи человека. Вирус гепатита С поражает в первую очередь печень нашего организма. Печень является самым большим органом в организме человека и выполняет множество жизненно важных функций. Одной из этих функций является питательная, да, то есть все вещества, которые попадают в ваш организм, они запасаются в печени, и ваш организм питается ими. Также печень, вот мы видим иммунные клетки, которые захватывают чужеродные агенты, да, и нейтрализуют их. Когда вирус гепатита С попадает в кровеносное русло и проходит через печень, иммунная система начинает срабатывать и вырабатывать антитела для того, чтобы предотвратить заражение. Вот мы видим вирус гепатита С. То есть попадает он в организм в первую очередь
через кровь, как я уже говорила. Циркулируя в печеночных клетках и заражая печеночные клетки, размножаясь в них, вирус разрушает эти клетки и вырывается наружу. Это приводит к повреждению клеток печени. На месте этих поврежденных клеток образуется фиброзная, то есть рубцовая ткань. Чем больше клеток печени повреждается, тем больше рубцовой ткани формируется. Вот мы видим, да, поврежденные клетки. То есть идет процесс формирования цирроза печени. Вот клетки разрушаются, и на их месте формируется соединительная ткань. Вот так выглядит печень цирротическая, скажем так, да, когда большую часть здоровых клеток печени замещает рубцовая ткань, и печень приобретает такую вот бугристую структуру. У вируса гепатита С есть свои особенности, которые отличают его от других вирусов. Да, одной из них это является способность к ускользанию от иммунного ответа. Что же это такое? Да? Иммунная система человека не в состоянии контролировать выработку нужных антител. И иммунная система вырабатывает антитела, но вирус настолько быстро меняет свои свойства, что эти антитела, которые иммунная система вырабатывает, они уже не действуют на эти антигены. Поэтому вирус гепатита С в большем проценте случаев переходит в хроническую форму. Он также может мутировать, да, то, о чем я сейчас вам говорила. Дальше. Убивает клетки печени иммунной системой, то есть на клетках печени оставляются такие маркеры, скажем так, да, для иммунной системы, якобы эта клетка содержит вирус. Иммунная система, пытаясь защитить организм, убивает клетку, думая, что там находится вирус, думая, что убивая вирус, но на самом деле вируса там может и не быть. То есть таким образом печень разрушается не только под воздействием самих вирусов, но и иммунная система сама тоже может таким разрушать печень. Дальше. Еще одной особенностью является, что вирус гепатита С малоустойчив во внешней среде. Да? Насколько же распространен гепатит С? Во всем мире распространенность гепатита С составляет где-то от 2 до 3%, это порядка 150 миллионов людей. Но хочется оговориться и сказать, что это данные, полученные по анализам доноров крови. И реальная цифра на самом деле намного больше, и по некоторым источникам составляет до 500 000 человек. Вот. Значит, в нашей стране, к сожалению, вот такой статистики у нас нет, но статистика, которая проводилась в нашем центре за последний год, среди всех пациентов, которые сдавали анализ на гепатит С, практически у каждого второго был положительный результат. Да? То есть это стоит над этим задуматься, вот, и начать предпринимать какие-то меры. Где же можно заразиться вирусом гепатита С? Шприцевые инъекции. Да? Основное это инъекционные наркотики. Да? То есть большая часть этих случаев связана именно с внутривенным употреблением наркотиков. Раньше это был основным источником передачи гепатита С. Использование неодноразовых шприцов, использование совместно шприцов может приводить. Причем есть работы, которые показывают, что даже вдыхание порошковых наркотических препаратов, да, там кокаина, к примеру, также может привести к заражению гепатита С. То есть это происходит через соломку, да, и через поврежденную слизистую носа. Вот. Дальше это медицинские манипуляции, внутривенные, внутримышечные, подкожные инъекции. Ну, старайтесь все-таки тогда смотреть, чтобы использовались одноразовые шприцы, чтобы использовался одноразовый инструментарий, где бы вы ни находились, в домашних условиях, либо в стационаре, да, чтобы все было стерильно, потому что очень большой риск заразиться именно через внутривенные
и внутримышечные инъекции. Медицинские работники также составляют одну из групп риска, заражаются чаще через иглы, которыми берется кровь, то есть происходит взятие материала, нежели через инъекционные иглы. Вот. Переливание крови и ее компонентов также является одним из факторов риска, да, где можно заразиться вирусом гепатита С. Хирургические вмешательства, нестерильные инструменты, да, несоблюдение правил санитарной нормы также может привести к заражению вирусом гепатита С. Татуировки, пирсинг. Да, помните об этом, причем татуировки это не только татуировки в виде каких-то изображений, да, что касается девушек, это и татуаж тоже, то есть губы, брови, глаза, то есть вы должны, скажем так, смотреть, чтобы все было стерильно, чтобы все было обработано, потому что там тоже идет повреждение слизистой, и если до вас проводилась эта манипуляция на человеке, который был заражен гепатитом С, то вам он также может передаться. Стоматологические кабинеты, гинекология, косметология тоже являются одним из больших факторов риска заражения гепатитом С. Часто задаваемые вопросы: передается ли гепатит С половым путем? Передается, но в отличие от гепатита Б это маловероятно. Да, то есть где-то в 3-5% случаев только происходит передача гепатита С половым путем. Это для него не совсем характерно. Передается ли гепатит С от матери к ребенку? Тоже маловероятно. То есть если пациентка, да, беременная женщина, имеет гепатит С, то где-то в 3% случаев может передаваться гепатит С от матери ребенку. Но если есть коинфекция, то есть если есть еще инфекция ВИЧ у этой женщины, то процент возрастает до 8%, по некоторым источникам и до 15%. Передача инфекции от матери к ребенку не зависит от того, то есть это кесарево сечение или естественное родовспоможение. Да? Вот. В послеродовом периоде тоже маловероятно, что может женщина заразить своего ребенка. Значит, что касается кормления грудью. Очень многие врачи не разрешают кормить, но если нету поврежденной поверхности, да, то кормить грудью ребенка можно. Даже если антитела к вирусу гепатита С определяются в молоке, в грудном, то пищеварительные соки желудочно-кишечного тракта ребенка, они их обеззараживают. И на фоне гепатита С женщина может спокойно выносить ребенка, то есть никаких особых угроз для ее жизни нету. Происходит ли передача гепатита С при обычных бытовых контактах? Такое возможно, но опять-таки это маловероятно. Да? В отличие от гепатита Б, повторюсь. Но, тем не менее, вы все равно должны быть бдительными, и у каждого должны быть свои там, ножнички маникюрные, да, то есть бритва, зубная щетка, то есть все предметы, которыми можно пораниться и через которые можно заразиться, должны быть индивидуальны. Даже если и гепатита нету. Значит, если кто-то в семье инфицирован гепатитом С, то избегать контакта не стоит, да, то есть при обычных там рукопожатиях, если вы будете есть из одной посуды и пить и так далее, заражение тоже не произойдет. Да, поэтому изолировать таких людей от общества не стоит. Они могут также работать, учиться и жить, как и все остальные люди. Единственное, бдительность всегда должна присутствовать, да, вне зависимости от ситуации. Итак, группы риска. Существуют группы людей, которые более чем остальные подвержены заражению гепатита С. К ним относятся лица, употребляющие инъекционные наркотики. Стоят на первом месте, потому что где-то 75% употребляющих наркотических препаратов, препараты людей инфицируются рано или поздно гепатитом С.
Значит, люди, употребляющие инъекционные наркотики более 2 лет, практически на 90% имеют вероятность заражения гепатитом С. Лица, которым проводилось переливание крови и ее компонентов. Да, то есть об этом мы уже с вами сегодня затрагивали этот вопрос. До того момента, как был открыт вирус гепатита С, естественно, вся кровь не проходила проверку, да, на антитела. Но уже начиная с 90-го года проверка ведется, и этот путь инфицированный, да, и люди, которым по каким-либо обстоятельствам проводилось переливание крови, на минимум он, конечно, не сводится, но тем не менее уже не так актуален. Лица, которым проводится или проводился гемодиализ, да, искусственная почка. Дальше. Лица со стойким повышением активности печеночных ферментов. АЛТ, АСТ, я думаю, вы все слышали, вы все знаете, да, они на слуху находятся. Вот. Так вот, если, казалось бы, да, случайно при плановом каком-то обследовании или при обследовании на другую патологию, да, выявляется повышение печеночных ферментов, обязательно надо сдавать анализ на гепатит С. И даже если результат на данный момент был отрицательный, то желательно, конечно, этот анализ повторить через полгода, где-то через 6 месяцев, для того, чтобы 100% убедиться, что повышение печеночных ферментов не связано именно с вирусной патологией, да? Потому что немножко отвлекусь и скажу, что печеночные ферменты повышаются также при любом, скажем так, воздействии на организм, будь то вирусное, будь то токсическое, да, то алкогольное поражение. И даже ожирение и избыточная масса тела могут приводить к повышению данных показателей. Лица, которым была выполнена трансплантация органов, также являются группой риска. Лица, которые случайно укололись или поранились иглой или другим предметом, загрязненным кровью больного гепатитом С. Да, то есть обязательно через полгода надо будет сдавать анализ, да, потому что мы учитываем инкубационный период. Дальше. Лица, ведущие беспорядочную половую жизнь и особенно не использующие барьерные контрацептивы. Несмотря на то, что половой путь не совсем характерен для вируса гепатита С, тем не менее мы должны быть осторожны, да, и вы должны быть осторожны. Дети, рожденные от инфицированных матерей. Дальше. Какие же анализы устанавливают факт инфекции, да? Я уже говорила, употребляла словосочетание антитела к вирусу гепатита С. Так вот, первый анализ, который сдается всегда, да, это ИФА-анализ на антитела к вирусу гепатита С, то есть против гепатита С. Да? Наш организм вырабатывает эти антитела, и мы можем увидеть их в анализах крови. Но если этот результат положительный, да, это еще не говорит о том, что вы являетесь носителем или вы болеете вирусом гепатита С. Обязательно надо делать подтверждающий анализ. Это анализ крови на ПЦР, да, то есть непосредственно сам генетический материал вируса гепатита С, который является единственным доказывающим наличие данной инфекции в организме человека. ПЦР-анализ, он может быть качественный, когда мы просто видим, либо есть, либо нету вирус. Может быть количественный, или можно смотреть генотип. Да? Генотипа у вируса гепатита С 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В нашей стране чаще всего встречается 1, 2 и 3 генотип. Они несколько отличаются друг от друга по течению и в основном по реакции на лечение. Об этом я чуть позже еще скажу. Хочется еще сказать о том, что вот если вы сдали кровь, да, на качественный анализ, и результат оказался отрицательный, нету смысла сдавать на количественный анализ или на генотипирование, потому что нечего генотипировать и нечего считать. Да? То есть первоначально сдается только качественный анализ, и только после этого идет дальнейшее обследование. Это так называемая специфическая диагностика гепатита С, да? Но есть еще и неспецифическая диагностика гепатита С.
Это я уже упоминала АЛТ, АСТ, да, то есть ферменты печеночные основные, на которые мы ориентируемся. Но они не всегда бывают результативны в плане диагноза. То есть у пациента с вирусом гепатита С они могут быть в пределах нормальных значений. Да, и это не говорит о том, что он не заражен. Вот. На что мы еще ориентируемся? Да? Есть ряд инструментальных исследований, которые могут нам помочь в оценке степени поражения печени. Да? УЗИ также применяется, но УЗИ не всегда достоверно показывает степень фиброза, да? То есть не оценивает плотность самой ткани печеночной. Есть такое исследование, которое называется эластография печени, да, аппаратом фиброскан, которое может нам помочь определить степень фиброза. Для чего нам надо это знать? Во-первых, для того, чтобы принять решение, необходима ли пациенту дальнейшая терапия, или мы можем немножко с этим повременить и отложить лечение на какой-то срок. Вот. И для того, чтобы оценить, насколько быстро прогрессирует цирроз, да, у данного пациента. Вот. И раз в год обязательно надо проводить таким пациентам данное исследование. Вот. Ну, естественно, если вы обнаружили качественный анализ положительный, то надо обязательно обратиться к врачу, да, чтобы уже предпринять решение о дальнейшей тактике лечения и ведения таких пациентов. Дальше. Через какое время после заражения появляются первые признаки гепатита С? Инкубационный период длится в среднем 50 дней, да, от 20 где-то до 140 дней. Это тот период, когда могут быть какие-то проявления клинические. Но чаще всего гепатит С клинически никак не проявляется. Поэтому его обнаруживают абсолютно случайно при обследованиях, там, перед какими-то хирургическими вмешательствами или просто при плановых обследованиях. Но может проявляться в виде желтухи, да, может быть просто общая слабость, недомогание какое-то, да, то есть такие какие-то общие проявления, которые не специфические, которые могут быть при любом другом заболевании, да, поэтому в этом заключается и сложность диагностирования, да, то есть нету каких-то признаков, которые позволяют нам задуматься о том, что, возможно, у данного пациента гепатит С. Вот. И на что это может влиять? На то, что обнаруживается уже на поздних стадиях заболевания, да, когда уже печени нанесен такой вред, что не всегда можно лечением помочь этому пациенту привести печень в нормальное состояние. Течение гепатита С, да, то есть острый гепатит С, это то, о чем я говорила, это до полугода длится этот период. Если антитела циркулируют в крови человека больше 6 месяцев, то мы говорим уже о хронической инфекции. Да? От острого гепатита С в 20, иногда в 30% случаях может организм справиться сам, да? То есть происходит самоизлечение. Вот. Но чаще всего гепатит С переходит в хроническую форму. И от него он уже, естественно, сам вылечиться не может, и в данном случае необходима терапия специфическая. Осложнение, да, вот вы видите печень, фиброз печени, когда уже есть какие-то изменения, но они еще не настолько выраженные, да. Цирроз печени, когда уже фиброзной ткани очень много, да, печень становится такая бугристая. И цирроз печени очень часто переходит в рак печени, гепатоцеллюлярную карциному, да, которая требует хирургического уже вмешательства, это трансплантация печени. Да, чтобы до вот этого состояние не доводить, надо обследоваться, да, и надо вовремя назначать лечение или специфическую терапию, или какую-то поддерживающую терапию, если нет возможности лечить непосредственно гепатит С. Можно ли заразиться вирусом гепатита С и не заболеть? Можно заразиться вирусом гепатита С и переболеть, скажем так, им. Да? Вот, то есть это те 20-30% случаев самоизлечения. Может ли гепатит С пройти самостоятельно без лечения? Острый гепатит может пройти без лечения, хронический гепатит без лечения не проходит. Да? Он обязательно требует терапии.
Можно ли оставить гепатит С без лечения и не обращаться к врачу? Ну, тут уже выбор самого пациента, да, но лучше этого не делать, потому что он прогрессирует и приводит к таким грозным осложнениям. Да, поэтому обязательно, если есть гепатит С, да, у пациента, обязательно надо как минимум наблюдаться, поддерживать функцию печени и стараться сделать все для того, чтобы была возможность провести специфическую терапию и излечиться от гепатита С. Потому что до тех пор, пока вирус будет находиться в организме человека, он будет приносить ему вред. Не всегда это быстрое прогрессирование процесса, да, но тем не менее оно есть. И в любой момент этот процесс может начать активироваться. Можно ли заразиться и заболеть гепатитом С повторно? Можно. У гепатита 6 генотипов, да, и вы можете заболеть одновременно разными генотипами, да, то есть вы можете заболеть гепатитом С, допустим, первым генотипом, через какое-то время там, вторым генотипом, да. Также можно даже после лечения, если вы прошли курс терапии, если после терапии у вас не обнаруживается в крови гепатит С вирус, то вы можете заразиться, потому что наш организм не вырабатывает, скажем так, защитные антитела от повторного заражения. То есть, если вы вылечились, это не говорит о том, что вы можете на всю жизнь забыть об этой проблеме. Вы все равно должны быть осторожны и должны быть не должны забывать о том, что вы можете снова заразиться и должны соблюдать все правила. Можно ли вылечить гепатит С навсегда? Ну, где-то около, наверное, 10 лет тому назад это было бы невозможно. Но на сегодняшний день можно, и это действительно так, и это очень радует, да, потому что это действительно очень большая проблема. Но, к сожалению, все равно даже та терапия, которая существует сейчас, она не на 100% эффективна. Да? То есть в зависимости от генотипа. Если у пациента, допустим, 2-й или 3-й генотип, то в 80% случаев после проведения терапии мы добиваемся положительного ответа на терапию. Да? То есть мы добиваемся отрицательного результата именно по ПЦР-диагностике. Вот. Но, к сожалению, существуют те 20%, которые не реагируют на лечение, и в данном случае мы ничего сделать не можем. Мы можем попытаться лечить другими препаратами через какое-то время. Вот. Еще хочется сказать, что даже учитывая, что есть вот эти 20%, которые не реагируют на эту терапию, все равно надо пытаться лечиться, и надо пытаться вылечиться, и надеяться на то, что пациент попадет именно в те 80 благоприятных процентов. Ну вот мы перешли непосредственно к самому лечению. Значит, существует стандартная терапия против гепатита С, которая применяется во всем мире. Да? То есть это международные рекомендации и Американской ассоциации, и Европейской ассоциации. Да? Значит, стандартная терапия включает в себя пегилированные интерфероны, да? То есть это пегасис или пегинтрон, или сейчас вышел российский аналог пегинтрона, это альгерон, да? Плюс рибавирин. Именно вот в сочетании этих два препарата в комплексе они могут оказывать действие на гепатит С. Длительность терапии зависит от генотипа. При 2-3 генотипе это где-то полгода, 24 недели. При 1 генотипе это в 2 раза больше, это 48 недель. Иногда лечение может доходить до 72 недель, если уже есть осложнение, если уже есть цирроз печени, да, или если нет ответа на лечение. К счастью, медицина не стоит на месте, и весь мир активно ведет поиски препаратов, которые бы избавили бы от гепатита С навсегда со 100% результатом. И вот последние 2 года на территории Российской Федерации зарегистрированы еще 2 препарата.
это телопривир и боципривир. Это препараты, ингибиторы протеаз, которые непосредственно действуют на белки вируса гепатита С, которые дают возможность при первом генотипе, при злокачественном генотипе в плане лечения, на больший процент положительного результата и на сокращение сроков лечения, да, потому что год лечения это очень тяжело, да, потому что лечение переносится действительно очень тяжело. Делается инъекция раз в неделю, пьются ежедневно препараты на протяжении года. Все бы ничего, если бы эта терапия не давала бы побочных результатов. Чаще всего это гриппоподобный синдром, да, то есть подъем температуры тела до 40 градусов, ломота в теле, слабость. Со временем развивается депрессия, да, иногда даже описаны случаи и суицидов тоже, но вы не должны пугаться этому, да, и пациент должен понимать, что это все можно контролировать. Для этого важно лечение проводить под непосредственным контролем врача, который этим занимается, который имеет опыт в этом вопросе. То есть не самостоятельно это все делать, пойти купить препараты и, казалось бы, ну что там, делать инъекцию и пить таблетки и все. Нет, не все так просто, потому что помимо таких симптомов еще есть ряд осложнений, которые затрагивают анализы крови, да, потому что все это лечение, оно действует на кровь организма, на кровь человека. Поэтому все должно быть обязательно под контролем, еще раз повторюсь. Вот, но у нас есть еще надежда на то, что все-таки-то еще разработаются еще новые препараты, они уже есть в Америке. К сожалению, в России они еще не зарегистрированы, потому что еще не прошли ряд клинических испытаний. Да? Просто дело в том, что пока препарат не пройдет клиническое испытание, исследование на территории той республики, где планируется продаваться, он там не может быть зарегистрирован и не может быть использован. Потому что сейчас в Америке уже есть препараты, которые позволяют проводить лечение при втором и третьем генотипе без применения пегинтерферонов, которые дают вот эти грозные осложнения, да, вот, и которые усложняют процесс лечения. Ну, вот. Но будем надеяться, что когда-нибудь в ближайшее время они зарегистрируются и у нас тоже будет возможность применять эти препараты. И у новых препаратов тоже есть побочные действия, но оно не так выражено, как при стандартном лечении. Да? И еще хочу сказать, что новые препараты, да, вот в частности телопривир и боципривир, они применяются только в комбинации с основной противовирусной терапией. То есть это не отдельные препараты, они именно совместно с основной терапией. И применяются они только при первом генотипе. Вот. Ну и сейчас, в принципе, фармкомпании ищут препараты, которые больше нацелены на первый генотип, потому что он тяжелее переносится, при нем быстрее формируется цирроз печени, да, прогрессивнее, потому что при втором-третьем генотипе цирроз печени формируется где-то через 20-30 лет после инфицирования, то при первом генотипе эта цифра сокращается иногда и до 5-7 лет. Да? Вот. Еще хочется сказать о том, что несмотря на то, что второй и третий генотип являются более благоприятными, казалось бы, но у них тоже есть свои, скажем так, загвоздки. Да? То есть так при третьем генотипе часто очень формируется еще и жировая болезнь печени. Да? То есть печень подвергается именно жировому воздействию. Вот. Это тоже надо учитывать и в плане лечения, и в плане ведения таких пациентов. И помните еще о том, что гепатит С сам по себе не всегда наносит такой урон вашему здоровью, как в совокупности с другими воздействиями на вашу печень. Да? То есть если, имея инфицированный пациент с гепатитом С, еще употребляет алкоголь, да, то есть риск формирования цирроза печени становится намного выше. Ну и, конечно же, проще предупредить, чем лечить. То есть лучше предотвратить заражение, нежели потом лечить саму болезнь и ее осложнения.
Поэтому хочется еще раз сказать о том, чтобы вы были внимательны, когда вы идете в салон красоты, там, в косметологию, к гинекологу, к стоматологу и вообще в любое медицинское учреждение. Следите за тем, чтобы там использовались одноразовые иглы, чтобы там было все стерильно, да, то есть никогда не стыдно, да, указать на это, там, если вы пришли куда-то, да, в медицинское учреждение или к стоматологу, вы всегда можете попросить о том, чтобы вам показали, там, да, что действительно все стерильно и действительно все инструменты стерилизуются. Это ваше здоровье, это ваша жизнь, это ваше будущее. И вы не должны закрывать на это глаза, да. Стыдно прийти и потом уйти, заразившись гепатитом С, только потому, что вы побоялись спросить или задать лишний вопрос. Вы должны помнить, что в ваших руках не только ваша жизнь, да, но и жизнь ваших близких. И если, я надеюсь, конечно, что здесь таких нет, но если вдруг, да, есть люди, у кого есть гепатит С, и такие пациенты должны быть в 2 раза более осторожны, чем остальные. Да, то есть они должны понимать, что они могут заразить другого человека. Да? Вот. И не отстраняйтесь от таких людей. Если среди ваших близких есть такие люди, это не говорит о том, что они являются, изгоями, что ли. Да? Они имеют такие же права, как и вы. И они имеют такое же право жить, существовать на этой земле, вот, как и вы. Вы, наоборот, там должны поддерживать таких пациентов, особенно пациентов, которые находятся на лечении, вот, потому что лечение действительно переносится очень-очень тяжело. Вот. Спасибо за внимание. Известно, что существуют фитотерапические методы лечения цирроза, вызванного гепатитом С, то есть основанные на использовании лечебных трав. Вот мне хотелось бы узнать, насколько они эффективны. Существуют такие методы, так называемая народная медицина, но кроме противовирусных препаратов ничего не может помочь в излечении гепатита С. Ни один из таких препаратов не прошел клинические испытания, которые доказывают свою эффективность. Да? Я не могу 100% сказать, что они неэффективны. Возможно, они поддерживают состояние печени, возможно, они замедляют процесс прогрессирования, да, формирования цирроза. Но говорить о том, что они излечивают от вируса, я не могу. И давать такой гарантии тоже не могу. Спасибо. Пожалуйста. Почему вирус поражает именно печень? Это первый вопрос. Угу. Второй, почему, как изменяется, при наличии, предположим, ВИЧ-инфекции дополнительно, микс-инфекции, как изменяется лечение и влияют ли препараты друг на друга? Да, очень хороший вопрос, кстати. Почему вирус поражает именно печень? На самом деле он поражает не совсем только печень, да, есть еще внепеченочные такие проявления вируса гепатита С, их достаточно много, просто они еще не все до конца изучены, да. А вирус, попадая в кровеносное русло человека, он находит нужную ему клетку, да, для того, чтобы внедриться в нее, для того, чтобы размножиться. И вот для вируса гепатита С это клетки печени. Что касается ВИЧ-инфицированных, да, дело в том, что ВИЧ-инфекция снижает иммунитет пациента, иммунная система не может бороться уже с вирусом гепатита С. Поэтому, когда назначается лечение от ВИЧ-инфекции, да, допустим, в сочетании с гепатитом С, да, то мы очень аккуратно должны подходить к этому вопросу, потому что печень является, скажем так, она обеззараживает все, что попадает, да, в организм человека, и препараты, которые применяются при ВИЧ-инфекции, они очень сильные, и они проходят через печень. И если печень уже повреждена, да, то есть вот этот фактор существует, и его надо всегда учитывать. Тут написано в брошюре, что от гепатита Б излечиваются до 90% людей, а от гепатита С гораздо более меньше, от 15 до 85%. Однако количество умерших от гепатита Б гораздо больше. С чем это связано?
гепатит Б очень быстро прогрессирует. Вот, излечивается больше, потому что иммунная система может бороться с гепатитом Б, что нет в гепатите С, потому что я уже говорила об особенностях вируса, да, то есть гепатит С, он ускользает от иммунной реакции организма. Вот. Что касается процента умерших, не стоит списывать со счетов, что гепатит Б, во-первых, открыт намного раньше, да, то есть и поэтому данных по гепатиту Б намного больше, чем данных по гепатиту С. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-то данные по Абхазии? Вот сколько человек у нас обращается в больнице и сколько болеет? Я здесь работаю год, чуть больше. Болеет, точных цифр именно по Абхазии нет, но есть данные по нашему центру. Я уже говорила, да, что вот за прошедший год каждый второй человек, который сдал кровь на ПЦР, именно диагностику вируса гепатита С, он инфицирован. Цифра ужасающая, учитывая еще то, что это данные именно ПЦР, кто пришел, сдал, да, непосредственно на ПЦР. То есть сколько людей, которые сдало на ИФА диагностику просто на антитела к HCV, и получив положительный результат, не пришли сдавать на ПЦР, да, мы не знаем. То есть это неточные данные, вот, но все равно каждый второй это уже много. Одной из основных групп риска являются внутривенные наркотики, да, и, к сожалению, в нашей стране эта проблема есть. И закрывать на это глаза мы не можем, мы должны это учитывать и как-то с этим бороться. Поэтому такие цифры ужасающие. И еще после военного периода, да, и во время проводилось очень много операций, очень много переливаний крови, и я думаю, что никто особо и не следил за качеством крови, которая переливалась. Поэтому очень много приходит пациентов с гепатитом С. Он не всегда проявляется клинически, поэтому его диагностируют уже на поздних стадиях, когда уже, допустим, начинает формироваться цирроз, когда уже действительно появляется какая-то клиника, да, там выраженная слабость, если это декомпенсированный цирроз, то уже формируется асцит, да, то есть есть характерные признаки пальмарная эритема, да, то есть красные ладошки, да, если говорить просто, сосудистые звездочки. А вот острый гепатит С, он не всегда проявляется клинически. И вот хотелось бы еще упомянуть по поводу желтухи, да. Многие говорят, вот у меня не было желтухи, значит у меня не было гепатита. Да, просто есть безжелтушная форма, когда гепатит С не проявляется желтухой. Вот и все. Да. Вакцинация против гепатита С, она обязательна? И каков процент предотвращения болезни в дальнейшем после ее проведения? Значит, что касается вакцинации, к сожалению, вакцины против гепатита С не существует, но работы ведутся, и я думаю, когда-нибудь, надеюсь, в ближайшие годы она появится. Но против гепатита Б вакцина существует, и вакцинироваться надо обязательно всем, особенно людям, которые находятся в группе риска. Да? Группы риска, они практически одинаковые, что и у гепатита С, и у гепатита Б. Вакцинация – это всего лишь 3 инъекции, да, абсолютно безболезненные, без каких-либо проявлений, но вы защитите свой организм на ближайшие как минимум 8 лет от заражения гепатитом Б. Да. Вот, если вакцинация гепатита Б была проведена в детском возрасте, значит, по истечении 8 лет надо ревакцинироваться, да? Надо сдавать кровь и смотреть, потому что чаще всего через 8 лет надо снова вакцинироваться, но иногда бывает, что иммунитет сохраняется на всю жизнь. Иммунный статус определяет? Да. Нет, не иммунный статус определяет, а сдается анализ на маркер гепатита Б. Еще один вопрос. Да. В ролике было показано, что возможно заражение через воду. Ролик, да. А потом, в бытовых условиях, вы в докладе уже прочитали, что в бытовых условиях заражение невозможно через воду, через там... В ролике показаны 5 вирусных гепатитов А, Б, С, Д и Е.
да, то есть как бы 5 основных. Да, есть гепатит А, допустим, который и гепатит Е, который можно заразиться через загрязненную воду. Будучи женщина уже в положении, она заразилась гепатитом С, плод ее может уже заразиться или нет? Нет, передача инфекции от матери к ребенку во время беременности невозможно. Во время родов такое может быть, как я уже говорила, но это очень маленький процент, это где-то 3, максимум 5%. Но в практике это очень редко встречается. Вот, поэтому женщина может спокойно вынашивать беременность. С какого возраста можно проводить вакцинацию? От Б можно проводить, начиная с первых минут жизни. Первых минут жизни. И если, допустим, женщина инфицирована гепатитом Б, то там 95% того, что ребенок тоже будет инфицирован, родится инфицированным. И поэтому обязательно уже непосредственно в родзале делается инъекция специфического иммуноглобулина и делается прививка вакцина, которая потом делается уже в поликлинике. Вы раздали анкеты. Цель и вообще, что это за анкеты? Цель этого анкетирования – понять, доступна ли была эта лекция для нашей аудитории. И там 5-бальная оценка. Для нас важно, как вы оцените этот лекционный материал, для того, чтобы в будущем работать еще над этой актуальной темой. Поэтому ваше мнение для нас очень важно. Ребята, биохимики и другие, я знаю, какие вы у нас активные. Большое спасибо, что вы выделили наших студентов. Они действительно у нас молодцы. Так держать. Мы вам выдаем сертификаты на бесплатное исследование по гепатитам Б и С. Будьте бдительны. И не забывайте, что нужно вакцинироваться от гепатита Б. Как выяснилось, наиболее интересным было для наших слушателей это такие темы внутри этой тематики: пути передачи, профилактика, лечение. Потому что буквально несколько лет тому назад действительно и не предполагали, что лечение гепатита С возможно. Сегодня, как вот вам рассказала Элита Атомовна, этот этап пройден, и большая часть инфицированных могут благополучно пройти лечение и излечиться. Безусловно, интересна тема профилактики, хоть вакцины от гепатита С еще нет, но каждый из вас может себя, может быть, не на 100%, потому что от каких-то факторов какие-то факторы мы избежать не можем, но нужно быть бдительными. Поэтому та информация, которая сегодня прозвучала, я очень надеюсь, что она вам поможет избежать вот этих факторов риска. И в этой анкете также отмечен пункт, о чем бы студенты этой сегодняшней аудитории хотели бы услышать в следующих лекциях. Основные темы, вы напрасно их отметили, безусловно, это тоже проблема для нашей республики. Это СПИД, ВИЧ-инфицированный. Тема ВИЧ, тема туберкулеза и онкологии. Это действительно 3 после гепатитов, основные темы, проблема нашего здравоохранения. Не только нашего, но и всего мира. Но, к сожалению, и нас это тоже тяжело уже затронуло. Но и последнее, в анкете выделено содержание и стиль по 5-бальной системе.
Ну, в основном нашего слушателя сегодня оценили на отлично. Большое вам спасибо. Благодарю за внимание. Многие проблемы, связанные с нашим здоровьем, возникают, наверное, из-за нашей неосведомленности, да, о чем говорилось вот в самом начале лекции, в видеоролике тоже. Вот. И еще раз я повторяю, мой самый любимый лозунг «Знание – сила». Вот. Сегодня хочу похвалить и аудиторию тоже, да. Потому что вообще я думаю, что другие студенты на меня не обидятся, но биохимики – это вообще особая раса студенческая, да? Они всегда умнички, вот, просто молодцы. Я думаю, что лекция была очень полезной, и эта лекция завершает, можно так сказать, телевизионный сезон нашей программы «Кафедра». Так получилось. Я хочу поблагодарить Алису Матуа, кандидата биологических наук, умница большая. Вот по ее предложению, инициативе мы сегодня записали эту очень нужную и полезную лекцию. Я думаю, что сегодня не только наши студенты, наши телевизионные зрители узнали очень много. Это заболевание, которое, насколько я знаю, после открытия в первые годы специалисты называли ласковым убийцей. Да. Из-за того, что хронический гепатит С в основном протекает бессимптомно. Наш телевизионный сезон кафедры подходит к концу. Я хочу выразить слова признательности прежде всего нашей съемочной группе во главе с нашим режиссером Джамбулом Джордания. За 2 года, вот как мы работаем в этом проекте, с моей стороны не было никаких пожеланий. Я очень довольна работой нашей съемочной группы. Я очень признательна нашему университету, который все эти 2 года каждый раз нас реально поддерживает, нашему студенчеству самые теплые слова и, конечно, особая благодарность нашим телезрителям. Если в самом начале проекта у меня были определенные сомнения, насколько будет востребован такой проект, через определенное время они усилили веру в то, что мы с вами делаем полезное дело. Возможно, что наступит новый телесезон для кафедры. Мы снова появимся в этой аудитории и скажем, и снова кафедра. Спасибо вам большое. До свидания.